Тема Великой Отечественной войны и, соответственно, памяти о ней никогда не потеряет ни своей актуальности, ни значимости. Именно вокруг различных аспектов памяти и наследия сформирована программа научной конференции. Открыл и вел ее доктор филологических наук Владимир Зантария. Тема его собственного доклада касается фронтовой тематики в абхазской лирике. Сам автор называет эту тему малоизученной. Абхазская фронтовая лирика, вообще тема войны, она стала частью нашего художественного мышления, потому что интересно то, что в основном эти вещи, они написаны абхазскими писателями, поэтами, которые принимали участие непосредственно в войне. Значит, они были участниками боевых действий, понимаете? И поэтому эти стихи, они очень выстраданы. Многие из этих стихов наши молодые люди помнят наизусть, кстати. Вот это Чичикот Джонуа, Киазым Агума. И одно из стихотворений Киазыма Агума, оно написано в день принятия присяги в Брянске. Он в Брянских лесах в партизанском соединении принимал присягу, в отряд имени Чапаева вступал. И вот он написал письмо в Сухум. Оно на абхазском языке читается просто, я не знаю, как на духу, потому что оно выражает вот этот тогдашний дух народа, тот патриотизм, те чаяния народа. Это хозар, сапситол, говоришь, уство, врага, вот такие, как клятва звучит. И вот выступал перед собравшимися также начальник аппарата Министерства обороны генерал-майор Илья Гамисония. Он отметил, что тема Великой Отечественной войны важна и близка гражданам всех стран, когда-то вставших на борьбу с фашистским режимом. На полях сражений Великой Отечественной войны приняли участие свыше 55 тысяч уроженцев Абхазии. Свыше 17,5 тысяч из них не вернулись к родным очагам. 22 воина из Абхазии стали героями Советского Союза. К сожалению, все меньше остается в живых ветеранов той Великой войны. Ветераны уходят, но историческую память о них должны сохранить их дети и внуки. Я один из тех, чей отец прошел весь боевой путь Великой Отечественной войны, принимал участие в битве за Кавказ, неоднократно был ранен, награжден боевыми наградами. Для меня, как и для всех моих боевых друзей, коллег, соратников по оружию, память о подвигах наших отцов священна. Конференция международная, большая часть участников выступали с докладами из-за рубежа. Казбек Ачмис, доктор исторических наук из Майкопа, говорил о сохранении памяти о Великой Отечественной войне как действенном факторе национальной безопасности России. Благодатный материал в этом отношении дает нам изучение, а скорее защита нашего недавнего исторического прошлого. Обратимся к истории Великой Отечественной войны, которая уже несколько десятилетий продолжает оставаться ареной острой идеологической борьбы. Эти вопросы широко обсуждаются в последние годы в различных общественных кругах, как на Западе, так и в России, особенно в связи с такими знаменательными датами, как 75-летие победы Великой Отечественной войны и 80-летие начала этой кровопролитной войны. Для научного сообщества и международного сотрудничества эта конференция представляет большое значение, отмечает Игорь Зазуля, доцент Северокавказского федерального университета и доктор исторических наук. Каждый год приоткрывают все новые и новые страницы. К сожалению, эта война, унесшая огромное количество жизней всех граждан тогда единого государства Советского Союза, она действительно дает нам такую возможность вспоминать, сохранять ту историческую память, культивировать ее у молодежи. Говорю так, к сожалению, потому что, конечно, каждая страница ее, она трагична. Конференция «Память поколений» проходила в 2 заседания – утреннее и вечернее. Элеонора Гилаян, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.